Всем привет! Мы сегодня находимся очень далеко от Новосибирска, а точнее мы находимся в Академгородке, в доме ученых Соран. Сегодня будет проходить мероприятие, посвященному памяти академика Владимира Петровича Ларионова. Добрый вечер, Яган Егорович. Пожалуйста, расскажите о сегодняшнем мероприятии. Сегодня мы проводим культурно-познавательный вечер Олонко, посвященный памяти академика Владимира Петровича Ларионова. Дело в том, что 10 лет тому назад, ровно в марте месяце, прервался его последний полет именно в Новосибирске. И в Доме ученых мы проводили его последний путь до Якутска и до его родного села Ломтука. И вот мы сегодня проводим вечер Олонко в рамках проведения нашего экопроекта Олонко. В прошлом году Республика Саха отмечала 75-летие академика Ларионова. И вот в связи с этим у нас развернут стенд, как этот проходил. Пожалуйста, вот что представлено? Значит, у нас экспозиции, выставки, с одной стороны, община якутян здесь представлена, так? С другой стороны, мы в центре зала оформили год лошади, символ, и про Якутию здесь все рассказано. Следующая тема у нас Олонко и экопроект Олонко, вот в том столе. А дальше полностью посвящены материалы Владимира Петровича Ларионова. Ну, Ларионов был удивительно простым, доступным человеком, который, витая на этих вершинах академической науки, государственного деятеля, он всегда оставался таким же патриотом Родины и болел душою и сердцем за будущее родной Якутии. Поэтому это очень его отличительная черта, и поэтому он оставил очень глубокий след в сердцах всех якутян и россиян. Здесь, в Академгородке, вообще вот Новосибирск связан с академиком Ларионовым очень тесно, потому что он был председателем Якутского научного центра и членом президиума Сибирского отделения Академии наук. Он часто приезжал, мы с ним встречались здесь, проводили разные мероприятия. Например, в 2002 году он был благословителем, алгощитом в этом Доме ученых Дней науки и культуры в Новосибирске. Ну, много ярких впечатлений и воспоминаний у нас есть. Мы сегодня об этом будем говорить на вечере презентации подробно. Спасибо. Владимир Ларионов был 16-м ребенком в семье колхозников. Родившиеся братья и сестры умирали в раннем возрасте, и единственным помощником у родителей был Володя. С самого раннего детства юный Володя страстно стремился в школу. И, будучи второклассником, по вызову учителя довольно часто отвечал на вопросы по заданиям 4 класса. Уже тогда проявили способность мыслить и видеть далеко вперед. Родители были старые, не умели ни читать, ни писать. Но мать хорошо знала, как пишутся цифры, во всяком случае до 5. И если в дневнике появлялась отметка 4, мать очень огорчалась. Привет, Коля. Привет, Вера. Скажите, пожалуйста, вот что вы ожидаете от сегодняшнего мероприятия? Что дает вот молодежи нам? Вот, сегодняшнее мероприятие как бы ознакомляет нас с академиком, с первым академиком Саха Ларионовым Владимиром Петровичем. И мы бы хотели, чтобы все наши студенты, все те, кто у нас есть в общине, знали о нем и гордились им. А Коля, как ты считаешь? вот. И я считаю, что вот великий человек наш Ларионов вот жил здесь и творил в Новосибирске. И каждый вот из студентов и обязаны знать вот его. И вот наш вечер Как раз поможет ему знать. да, вот. Спасибо. Hey,
Расскажите, пожалуйста, вот вы лично знавший Владимира Петровича Ларионова, да, вот каким человеком он был, какими качествами он обладал? Здравствуйте. Конечно, я Владимира Петровича знаю, но не настолько хорошо, близко, но тем не менее мы очень много с ним общались, особенно в последние его годы. Он приезжал неоднократно по своим научным делам, на сессии научные ежегодные. И мы регулярно с ним проводили вместе время, рассуждали о пройденном, думали о будущем. Меня, конечно, все время удивляла его широта взглядов. Он имел свою точку зрения не только на научные какие-то процессы, но и на общественные процессы, происходящие в нашем обществе. Поэтому сейчас мы отдаем дань его памяти, будем слушать доклад. И я надеюсь, что среди современной молодежи найдется, я думаю, последователи его, не только его научного таланта, но и люди, которые внесут существенный вклад в общественную и политическую жизнь нашей республики. Спасибо большое. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, вот знавший Владимира Петровича, да, как личность, как академика, вот несколько слов о нем. Ну, с Владимиром Петровичем мы познакомились достаточно давно, потому что я в Якутии начал работать. Первая моя поездка была в 1968 году, когда я был студентом 3-го курса. И после этого их было многие десятки. И поскольку в Якутске мне приходилось часто быть, то вот мы с ним там пересекались. Но вот сдружились мы так в 1997 году. И вот всякий раз, когда он приезжал сюда, в Академгородок, он приезжал сюда часто, как член президиума, как директор института, как председатель президиума якутского филиала тогда, якутский филиал был Сибирского отделения. Вот. Он частенько заходил ко мне в институт, в кабинет, мы обсуждали, общались, дела. Вот. И вот, его 65-летний юбилей был в Якутске, который он отмечал, к сожалению, ему не довелось дожить до 70-летнего юбилея. Я смотрел, какое отношение к этому выдающемуся совершенно человеку было в республике. Ну, что вся элита республики была на этом юбилее. И я смотрел, с каким теплом, уважением относились к этому действительно национальному герою народа Саха. И вот мне было очень приятно это. Как специалист, как ученый, он пользовался большим авторитетом. И его учитель, академик Патон, президент Национальной академии наук Украины, гордился им и всегда говорил всем, что вот мой ученик, академик Ларионов, якутский. И вот как ученый, как технолог, как организатор действительно очень много сделал для республики. И для молодежи он задал планку. Задал планку роста профессионального, человеческого, административного роста. Спасибо, мы очень гордимся.
Вот и подошел к концу культурно-познавательный вечер, посвященный памяти академика Ларионова. Мы, якутяне города Новосибирска, почтим память великого сына якутского народа Владимира Петровича.